ученого и окончить золотой медалью. Если бы... Сеченого, какая разница? Главное, чтобы золотой медалью. Если бы был $1 000 000, то пожертвовала бы часть на благотворительность, а на часть открыла бы собственное дело. И на вопрос, станет ли она обладательницей титула «Мисс ФТК Юниум 2012», она ответила: я, конечно, надеюсь, что стану, но решать не мне, ведь каждая из нас по-своему королева. Аплодисменты! Конкурсантка под номером 7, Киселева Анна, считает своим самым ценным качеством доброту. Если бы был $1 000 000, то она бы целиком отдала в фонд ЮНИСЕФ. И на вопрос, станет ли она обладательницей титула «Мисс ФТК Юниум 2012», ответила «да», потому что проигрывать это не ее. Аплодисменты Ане. И Катя. Катя считает, что самое ее ценное качество – это артистизм. Считает, что она обязательно станет обладательницей титула «Мисс Юниум ФТК 2012», потому что она добрая, красивая, справедливая, храбрая, умная и обаятельная. И самое заветное желание Кати, чтобы мама жила вечно. Аплодисменты, Кате! И мы подходим к заключительному дефиле. Это вечерний наряд. Аплодисменты и музыка! И девушки готовятся дальше. На самом деле, во время отбора, который был сегодня днем, и был очень-очень тяжелый для всех, и для тех, кто участвовал в отборе. Руки болят, я это сменю попозже. И для тех, кто участвовал в отборе, и для тех, кто выбирал, это было очень тяжело. И почти все конкурсантки на вопрос, какими качествами должна обладать Мисс Юниум ФТК 2012, голос ответили, что это не красота, а ум, талант и доброта. И именно талант сейчас наши конкурсантки и будут вам демонстрировать. Я приглашаю на эту сцену конкурсантку номер 1. Чипанова Анна хочет? Нет, не хочет. Конкурсантка номер 1, Каменская Кристина, 4-й отряд. Аплодисменты. Конкурс талантов. Ага, Кристина ввела свои помощники члены жюри. Не кажется ли вам, что это похоже на подкуп? Ребята,
Пожалуйста, Когда дойдет. активнее поддерживайте Еще раз. своих друзей, Дойдет. своих Как конкурсантов дойдет и до свой нуля. отряд. Аплодисменты Кристине!